В Якутске жители дома по улице Автодорожная, 28/10 бьют тревогу. Многоквартирный деревянный дом топит канализационными водами. Жильцы просят городские власти и надзорные органы вмешаться в ситуацию. На месте сейчас работает Саргалана Федорова. Саргы, приветствую. Тебе слово. Сергей, приветствую. Жильцы проживают в суровых условиях. Канализационные воды подтекают в дом, полы прогнили, образовалась большая яма, запах стоит ужасный. Это последствия постоянных потопов. Сейчас только середина марта, а жильцов уже топит. И без того ветхий дом в любой момент может рухнуть. Такую картину жильцы наблюдают уже несколько лет. Дом 71-го года постройки, но его еще не признали аварийным. Причиной своих бед жильцы считают необустроенные водоотводные пути. И, как нам они рассказали, управляющая компания откачивает воду, но это решает проблему лишь временно. И сейчас мы поговорим с жильцами. Мария, расскажите, как давно у вас такая проблема, куда вы обращались и вообще что планируете вообще сделать? Ну, изначально обращались мы везде, где только можно. Были комиссии, приезжали комиссии, был автодорожный округ, водоканал, ну и, соответственно, управляющая компания наша северная. Конкретных действий произведено не было. Единственное, что они делают, это, конечно же, они откачивают воду, устраняют протечку, чтобы как бы ее не было дома, но конкретно за проблему они не берутся. Как мне объясняли, как я поняла, водоканал, получается, говорит, что это должна сделать управляющая компания говорит, что это должен делать водоканал, автодорожный округ говорит, что мы все сделаем, там, мы стараемся, нету определенных средств, не выделяется, как бы, все, на этом как бы все разговоры заканчиваются. Конкретно, чтобы кто-то пришел и что-то сделал, этого не было. Прям, чтобы вообще пришли и начали что-то делать, такого нет. Комиссии собираются, да, комиссия была у нас не первый раз. Все были комиссии. Вот сейчас обратно мы настаиваем на комиссии, должна она на днях быть. Хотели вообще, чтобы она сегодня, конечно, была, но, к сожалению, не смогли они подойти. Будет комиссия, и что они решат, я тоже не знаю. Просто каждый раз от того, что они нам говорят, что они что-то решают, но это неправильно, мне кажется. Проблему должны решать конкретным способом, потому что проживать в таких условиях с детьми, это страшно, для здоровья страшно. В эту дырку провалиться можно вообще спокойно. Плюс как бы уйти-то даже некуда. Ну куда мы пойдем с детьми? На улице жить будем, что ли? Это наша квартира, другой квартиры у нас нету. И постоянно вот в этом запахе, вы сами чувствуете запах ужасный. Ужасный запах, дети болеют постоянно. Ну и вообще просто вот условий никаких. Я считаю, что дом, но он аварийным, это же ЧП, это большое ЧП. Он действительно аварийный дом, но его никто не признает аварийным. Его считают нормальным домом. Вот смотрите, сейчас только март месяц, да, уже так тает. Точнее, еще даже не тает, только снег падает, да, так топит страшно. А что будет, когда пойдет оттайка? Дом же еще больше рухнет. Он все равно рухнет, он все равно рано или поздно еще сильнее опустится. Упадет. Вода, оттайка пойдет. И решать нужно проблему эту, как бы, уже, мне кажется, на высоком уровне, на уровне окружной администрации, мэрии, чтобы как бы это видела общественность, почему мы, допустим, вас позвали, чтобы люди видели, чтобы как-то начиналось это все делать. Потому что просто так звонить постоянно в управляющую компанию, в автодорожный округ, ну это бесполезно. Они отправляют с кабинета в кабинет, и то есть говорят, что, допустим, значит, вы подошли с этой проблемой, к этой проблеме мы вообще никак не относимся, вы должны подойти, получается, теперь тогда идти в водоканалу, водоканал за это отвечает, водоканал говорит: здрасте, мы ничего не знаем, это же управляющая компания, да, то есть у вас в доме вода, это управляющая компания. А почему у нас в доме вода? Откуда у нас в доме вода? Она же как бы не сама по себе просто появилась. Соответственно, значит, где-то что-то подтекает, где-то кто-то не дорабатывает. Не первый раз водоканалу говорили, что идет протечка, говорили, что устранят, получается, поменяют слив. Но, тем не менее, это как бы в их компетенцию входит смотреть, чтобы сейчас, допустим, пока слив меняется, чтобы жильцы дома не, получается, не эксплуатировали, и даже если эксплуатировали, чтобы они какие-то меры принимали, потому что, возможно, второму этажу в принципе ничего не будет, но первый этаж, он топится. Нет, ну почему не будет второму этажу? Допустим, я вчера заходила собирать подписи в квартиру номер 10 или 15. У них-то стены вообще вот такие вот трещины в стенах. Дом-то ведет. Не только дом осаживается, второй этаж-то тоже ведет. Щели-то у всех вот такие, полы-то выдирает как. У нас мебель вот так всяко разная везде стоит. И не от того, что это первый даже этаж, это второй этаж. Но вот даже по первому тоже видно. Смотрите, какой сильный уклон. Дом-то, он прям вообще прям осел. У нас с декабря месяца не работает канализация. А все потому, что у нас дом упал на 12 сантиметров.
И получилось, что наша канализация здесь, а центральная выше. Ну и, соответственно, уклон как бы не работает. А сама центральная канализация, она, в принципе, сейчас рабочая стоит. То есть некоторые дома, они... Некоторые квартиры, даже не то, что квартира, соседний дом, она же идет полностью общая. То есть соседний дом пользуется, соответственно, оно и подтекает вот сюда, где-то, может быть, протечка идет. Соответственно, все в дом втекает. То есть даже если не наш дом пользуется другой дом, но стекает именно вот под наш дом, потому что протечка проходит из центральной вот канализации, и вот где-то вот в области этого дома, нашего дома, водоканал об этом знает прекрасно. Не первый раз мы уже об этом говорили, что идет протечка, они говорили, да, мы устраним. Вот Мы будем полностью переделать. переделывать, да, они начали переделывать, но тем не менее вот эта труба сейчас, она рабочая стоит, то есть люди туда сливают, оно не втекает в общий колодец, оно втекает вот именно вот под дом автодорожный 28/10, то есть вот 28/10. То есть сейчас вот мы в квартире наблюдаем, что, значит, полы залиты полностью. Они прогнили, они залиты полностью именно вот канализации. Очень страшный запах стоит. И, ну, вот, в общем, как-то так. Можно даже зрительно вот людям показать, пускай вот камера снимет, что... Вот она, водичка. Вчера, значит, позавчера, в общем, несколько дней подряд уже тут насосами выкачивают, все равно вода, она как бы стоит и стоит. Ну и плюс ко всему, то есть вот, пожалуйста. То есть она туда и идет тут снег, лед, и, в общем, все в таком роде. То есть вода бесконечная. Здесь все вот, пожалуйста. Вот они все прогнившие, их даже и спокойно швабрами можно, вот, пожалуйста, убирать, двигать, трогать. Вот здесь вот это все, здесь это все получается, все вручную было. То есть это только вот, это я, девушка, могу так сделать. А если взрослый мужчина сюда наступит? А если ребеночек вот как-то сюда? Ну это же можно провалиться вот в эту во всю канализацию. Ну и вообще, что это такое? В общем, надо вот эту проблему мы позвали вас, чтобы вы, получается, ну, общественность помогли нам, как нам с этой проблемой выйти, куда нам обратиться, и чтобы это просто осталось не просто так, то есть мы пришли в кабинет, нам сказали, да-да-да, все устранится, в общем, мы все решим, и опять на 2-3 года затишье. Сейчас как бы этот вопрос наши родители поднимали. Сейчас уже дело дошло до нас, до детей. Теперь мы вот с Марией решили, что будем выходить на общественность, может быть, таким образом все-таки мы эту проблему все вместе и решим. Да, нам надо, чтобы кто-то на нас вот, то есть, чтобы нам кто-то подсказал, как нам делать, как вообще быть с этой проблемой и как ее решать, то есть жить здесь уже, ну вот вы сами прекрасно понимаете, в данный момент нету вообще возможности проживать, да, то есть получается, мне приходится сейчас просто-напросто съехать и жить на съемной квартире. Вот как-то так. Когда у меня есть, ну, как бы квартира своя, да, ну, приходится вот так вот жить. Ребенка маленького, моему ребенку. А сейчас жильцы с опасанием ждут весеннее половодье, но пока им остается лишь запастись терпением. Сергей? Сергей, спасибо. Будем надеяться, столичная администрация обратит внимание на проблему и наконец-таки признает дом аварийным.